Все-таки давайте вернемся к теме мостов, да? Я так понял, что по мосту через реку Лену есть какие-то новости? Эта тема для меня очень важная, это вы знаете, это серьезная, потому что мы за этот мост долго боремся. И в прошлом году было принято постановление правительства о строительстве моста через реку Лена в районе города Якутска. Постановление на руках у нас есть. Был объявлен конкурс, и победитель появился. У нас есть победитель. И мы в Санкт-Петербургском форуме должны были подписать соглашение. Это генподрядчик, победитель конкурса, это Минтранс заказчик и правительство Республики Саха-Якутия, как сторона, которая будет содействовать всем, кто будет участвовать в строительстве этого дела. Но потом, накануне 1 мая, появились заявления о том, что запланированные объекты Таманский морской порт и мост через реку Лена могут сниматься с повестки дня, и их источники финансирования будут передаваться под строительство Керченского перехода, которое стоит примерно 200 миллиардов рублей. Конечно, это новый объект, средств не хватает. Мы понимаем, что такие решения могут приниматься. Но с другой стороны, правительство Российской Федерации принимает разные решения. Вот помните, 2 года назад было принято постановление правительства Российской Федерации о 100% приватизации компании «Ларос». Да, конечно, опять здесь бурлило, все говорили о том, что Якутия проиграла, все уйдет там частникам. И мы долго боролись. Я имел ряд встреч с президентом Российской Федерации и председателем правительства. Я убеждал, доказывал. При этом, конечно, поддерживали наши и парламент, и правительство республики. И все-таки нам удалось переубедить, и решение было отменено. Или по ЛОРПу, вот мы говорили, 25%, тоже долгая борьба была. Я думаю, для меня сегодня, в связи с этим мостом, с этими заявлениями, начался новый виток, так скажем, борьбы за правду. Какой результат будет, я не знаю, но я постараюсь сделать все возможное, чтобы мост сохранился.